Зугулда хатта шутага, цигич хатта дожолда хаттыры, харне шиаргалы жоклужы яболда хабой. В финале игры Ланхой 5 человек. Те, кто на деле смог доказать, что знает родной язык лучше других. Как будет на ингушском пшено, пирог или потник на лошади, когда Малгобеку присвоили звание воинской славы. Как называется на ингушском языке терновник? Ал, аж ладух, хажок. Не просто говорить, а говорить грамотно. Согласно правилам игры, участники крутят барабан и отвечают на выпавший вопрос из разных областей, будь то история, архитектура, флора и фауна, обычаи и традиции. Баллы начисляются в зависимости от сложности вопроса. Эта викторина – возможность улучшить свои познания в ингушском языке не только участникам, но и зрителям. Ведь учиться никогда не поздно, особенно если это касается родного языка. Грамотная устная и письменная речь – показатель уровня образованности человека, уверена и член Союза писателей России Зарета Ахильгова. Вопросы такие, которые даже не знают некоторые взрослые. Сегодня я сама сижу и некоторые слова и переводы записываю, потому что для меня это слышать новое сегодня. Подложка седла лошади. Вот я не знала, что есть даже подложка от этого седла. Называется она потник, вот называется вот такое слово. Это в обычной жизни они друзья и однокурсники, но только не на интеллектуальном ринге. Здесь уже каждый участник борется сам за право стать знатоком ингушского. Сулейман Ведежев не стал сегодня в игре первым, у него 3-е место. Но без нового багажа знаний не уйдет. Победа ускользнула от него из-за одного неправильного ответа. Розы фуал, софуалы сужок дох нензер бандуш фуал метр. Урока хач ухуж истипара халк дуагаш лухам бету акер. Меня адеталеца. Знать родной язык нужно не только филологам и литераторам, а всем. Автор проекта Салман Бадеев признается, идея устроить такого рода состязания у него возникла давно, заметив, на каком уровне знания родного слова среди молодежи. Мы вот эту рогатульку ломали и вот лондыш дохкивее говорили, вот давайте вот поспорим, да? И вот основываясь на этом мы создали эту игру Ланхой, то есть спорщики. Но спорщики не потому, что что-то грубое, это то, что доселе не было в нашей республике. Поэтому будем в этом направлении работать, будем максимально реанимировать морально-нравственные устои. В будущем проект планирует развить, сделать его традиционным атрибутом декады ингушского языка. Эту работу мы планируем в 2021 году привлечь к этим соревнованиям и учащихся школ, и колледжей. Соответствующее положение разработали. Будем выходить на Министерство образования с просьбой поддержать нашу инициативу. Впрочем, на этой интеллектуальной игре акции, приуроченные к декаде ингушского языка, не заканчиваются. Впереди у студентов встречи с мастерами родного слова, писателями, поэтами и филологами. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.